О самых заметных событиях четверга, 3 ноября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Развитие и благоустройство алмазной столицы. Мэр Мирного и глава Якутии обсудили разработку мастер-плана города. Вернуться домой в Ленском районе с помощью программы переселяют в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Представители малого бизнеса Якутии помогают фронту. Ко Дню народного единства столичная пекарня запустила линию тематических тортов. Расскажем подробности. 10 теплых остановок разгромили в Якутске. Вандалы украли мониторы, видеорегистраторы, сломаны стены и двери технического помещения, разбиты окна. Какие меры грозят преступникам? Всероссийское признание. Хор Соловушки из Нерюнгри стал серебряным призером хоровой олимпиады. Завершилось строительство Нюрбинского государственного драматического театра. В торжественном открытии принял участие глава региона Эсэн Николаев. Театр построили за счет республиканской инвестиционной компании. Первую сваю забили в 2019 году. Зал рассчитан на 250 зрителей. Впечатляет не только размер здания, но и вся начинка Дома народного творчества. И строители, и сами хозяева признают, это современный уровень. Открытие нового объекта приурочили к столетию якутской автономии. В день открытия показали спектакль «Несломленный духом Степан» по пьесе Эдуарда Данилова в постановке отличника культуры Якутии Алгыса Макарова. Эсэн Николаев отметил, это один из лучших театров в республике. Безусловно, сегодня очень радостный день для культурной жизни не только Нюрбинского района, и не только нашей республики, но, наверное, и всей России. Не каждый день у нас в сельской местности, в сельских районах открываются такие прекрасные здания государственных театров. Передвижной государственный драматический театр Нюрбинский, образованный еще в 1966 году, конечно, заслужил новое здание, современное здание. И я благодарю строителей, которые, несмотря на вот все непростые времена, и ковидные, и сейчас непростые политические, экономические ситуации, смогли в сроки установленные завершить строительство современного, абсолютно отвечающего всем требованиям здания. Мэр Мирного Алексей Тонких доложил главе Якутии разработки мастер-плана города. На встрече Эсена Николаева с новоизбранным мэром обсуждали вопросы социально-экономического развития алмазного центра республики. Особое внимание уделено мастер-плану города Мирный. Алексей Тонких озвучил, что разработка документа в настоящий момент находится на стадии завершения. Мастер-план подразумевает не только инженерные и архитектурные решения, но и создание общественных пространств. Также на встрече рассмотрели план реализации задуманных проектов. Здесь важное место занимает благоустройство города. Сейчас в Мирном активно строят зоны отдыха на реке Ирилях, дворовые территории и детские площадки. Сегодня якутские добровольцы помогают участникам специальной военной операции не только в республике, но и в Москве. Волонтеры ЦАХА поддерживают раненых якутян, проходящих лечение в военных госпиталях Москвы и области. Специально для них волонтеры собирают больничные наборы, передают продукты, готовят еду, в том числе и якутскую, домашнюю. То, почему так соскучились ребята с передовой. Кутиному супу, конечно же, мясо. Тоже разделили на две порции. Порции для двоих ребят. И получается, вот у нас теперь рыбка якутская, фирменная. Тоже разделим на две порции. Помните вкус, как у мамы. И вот это как у мамы, уже это все по-другому. И лечится лучше, и настроение лучше. И они уже рассказывают: мама, ко мне приходили, меня не забыли, меня помнят. Движение начало работу 21 октября. В его ряды уже вступили более 30 человек, наших земляков. Идейным вдохновителем волонтеров стала многодетная мама Инна Храмова, жена боевого офицера. Всю помощь якутские добровольцы реализуют на пожертвования неравнодушных земляков из разных городов и районов Якутии. На сегодняшний день собрано 80 тысяч рублей.
Продолжается сверка списков призывников из республики, зачисленных в воинские части Восточного военного округа. Эту работу ведет постоянное представительство Якутии на Дальнем Востоке совместно с региональным Минтруда. Что касается ошибочной мобилизации, то такой факт должен быть подтвержден документами, которые родные предоставляют в призывную комиссию и районный военкомат, отметил глава постпредства Ким Борисов. После получения документов призывная комиссия готовит ходатайство о возврате в адрес военной прокуратуры. Там уже принимают окончательное решение. Тем временем в Якутске проводили добровольцев, отправляющихся в зону специальной военной операции. Для этого они в течение 1,5 месяцев проходили военную подготовку. В проводах добровольцев принял участие постпред Якутии Андрей Федотов. Он поблагодарил всех за непростое решение, пожелал добровольцам благополучного возвращения домой, веры в победу и стойкости. Настрой очень основательный, я хочу сказать. Почти каждому я задавал вопрос о мотивах их поступков. Ответ был один. Защищать Родину, чувство патриотизма и любви к Родине. Думаю, что этот отряд, который сегодня улетает, к этому готов. Им предстоит еще подготовка в воинских частях, на полигонах, боевое слаживание. И через некоторое время они попадут уже туда, в зону боевых действий. Ну а наша телекомпания поддержала раненых участников специальной военной операции и призвала якутян помочь бойцам. Как отметил генеральный директор НВК «Саха» Олег Марков, в такое тяжелое время мы все должны сплотиться для скорейшего выздоровления молодых парней, которые находятся вдали от родной земли. Олег Олегович отметил, что для человека самое дорогое – это мать, а для матери – ребенок. И пожелал военнослужащим вернуться целыми и невредимыми. Идем далее. 10 теплых остановок разгромили в Якутске. Вандалы украли мониторы, видеорегистраторы, сломаны стены и двери технического помещения, разбиты окна. Такие варварские поступки нарушители совершают уже не первый раз. Какие меры грозят преступникам, узнала Светлана Амосова. Это остановка Алмаз-Банк, и она сейчас в скором времени будет отремонтирована. Временно закрыто на ремонт. Теплый автобусный павильон пока не может работать по своему назначению. Здесь сразу видно, как сильно постарались злоумышленники и всю свою агрессию вывели на перегородку. Эта остановка была установлена ровно год назад, но уже подверглась дважды нападению вандалов. Нарушители не пожалели сил и сломали стену технического помещения и украли видеорегистратор. Это не единственный объект в Якутске, который решили испортить вандалы. Преступники ничего не жалеют. Чаще всего сносят двери, рисуют на стенах нецензурные изображения и слова. Крадут мониторы и видеокамеры, чтобы не попасть в запись. Но и этому планируется найти решение. Буквально вот недавно было выездное совещание с участием мэра города и полиции, руководства полиции города, на котором было принято решение усилить контроль то есть объезды почаще делать остановок. С следующего года уже видеорегистрация будет онлайн, то есть оборудование здесь стоять не будет, чтобы не было даже там причины сломать эту дверь, и там что-то, потому что там ничего не будет. На сегодняшний день в столице отремонтировано и приведено в должное состояние 8 объектов. Общая сумма ремонтных работ составила свыше 110 тысяч рублей, в том числе остановка областной больницы. Розетки разбиты, кабель, каналы разбиты. Была полиция, они провели проверку, нами было написано заявление о краже и вандализме. Ответственным застройщикам МКУ «Главстрой» дано поручение пересмотреть проекты строительства новых остановок в будущем и делать их антивандальными. Сам доступ в остановку будет усилена металлическая дверь, которая более с труднодоступностью попадания в помещение. Стены также будут предусмотрены сейчас из стальных профилированных листов. Сейчас полицией проводится проверка и поиск нарушителей. Умышленное уничтожение, повреждение и кража чужого имущества предусматривает до 5 лет лишения свободы. Сами горожане обеспокоены ситуацией и призывают не оставаться в стороне. Это безобразие, конечно. Вот эту остановку, она
Вот стекло разбили, кому это надо? Вот нам, пассажирам, жителям Якутска, тоже надо соблюдать порядок, чистоту. И если вы видите факт вандализма, надо пресекать, пытаться пресекать. Ожидать свой автобус в теплом, чистом и комфортном помещении намного приятнее, чем в грязной разгромленной остановке. Ведь во время суровых зимних дней только в оборудованных помещениях можно будет согреться и дождаться маршрута. Светлана Амосова, Григорий Хлопков, Якутск. В Ленском районе успешно работает программа по оказанию содействия добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Как работает данная программа, узнавала Светлана Балеева. Надиржон Асадулоев – один из участников программы. Приехал к нам в Ленский район из Таджикистана в 2011 году. Устроился на СТО автоэлектриком, где и работает до сих пор. Только сегодня он уже индивидуальный предприниматель. Открыть свой бизнес было одним из условий программы. И вероятность получить российское гражданство благодаря этому фактору увеличилась в разы. Давно у меня мечта была, чтобы получить гражданство. Это... когда гражданство и постоянно в прописке, вы можете спокойно уже прийти. А если по патенту или по вид на жительство работать, то там лишние документы. Каждый раз прийти, заново оформляться, заново выходить, заново оформляться. Вот этого нету. Вот из-за этого. Для меня это хорошо. Гражданином Российской Федерации Надиржон стал месяц назад. Очень рад. Теперь у него больше не будет проблем с регистрацией. Мужчина планирует остаться в Ленске насовсем. Сегодня он один из лучших автоэлектриков в городе. К нему запись за несколько недель вперед. Помимо Надиржона Асадулоева, еще 91 человек стал участником программы с момента ее реализации. Многие из них еще и получили материальную поддержку от Центра занятости населения. В этом году у нас материальную поддержку получили 21 человек, кто прибыл сюда и кто оформил свидетельство государственного участника государственной программы. И также 3 человека получили за наем жилья, которые претендовали на эту выплату. Участниками программы могут стать иностранные граждане, проживающие на территории ближнего зарубежья, желающие вернуться в Россию, а также проживающие в нашей стране по разрешению на временное проживание и по виду на жительство. И преобладает большинство, конечно, граждан Республики Таджикистан. Для того, чтобы подать документы, он должен быть квалифицированным специалистом. И данная категория специальности должна котироваться у нас в Ленском районе. Мы должны нуждаться в этих специальностях. Для того, чтобы стать участником программы, нужно собрать определенный перечень документов, обязательно иметь профессиональное образование, в приоритете технические специальности, инженеры, специалисты с высокой квалификацией. Опыт работы тоже необходим. Рассмотрение проходит в течение нескольких месяцев. Программа направлена на улучшение демографической ситуации, увеличение миграционного потока, повышение числа квалифицированных кадров и сокращение их дефицита. Светлана Балеева, Александр Личук, Ленск. Юным жителям Якутска в канун Дня народного единства вручили паспорт гражданина России. Всего в рамках торжественного мероприятия 10 юношей и девушек получили главный документ. На мероприятии ребят поздравили с Днем народного единства и напомнили юным горожанам, что получение паспорта – новая ступень в жизни каждого человека и новая ответственность. В этот день они становятся полноценными гражданами нашей большой страны. Пожелали с честью и достоинством носить это высокое звание. Уже традиционно прошла торжественная выдача паспортов 14-летним детям. Выдача у нас проводится ежемесячно и приурочены к государственным праздникам. Записаться на выдачу может любой желающий. При подаче заявления вы можете записаться во всех офисах Центра «Мои документы» города Якутска. Они могут зарегистрироваться уже, имея паспорт, они уже могут зарегистрироваться на порталах госуслуг, Е-Якутия, и уже могут подтвердить и, например, получить пушкинскую карту. Якутяне активно голосуют за подключение сел к высокоскоростному интернету. На госуслугах продолжается голосование за поселки и деревни с населением от 100 до 500 человек, в которые Минцифры проведет высокоскоростной мобильный интернет в следующем году. Также в тройке лидеров находится село Большой Хатыми Нерюнгринского района, Тинька Сунтарского района и Нахаринский Наслек. По итогам всероссийского голосования к 4G подключат 1800 малочисленных населенных пунктов по всей России, а всего по республике отдано более 7000 голосов. По итогам всероссийского голосования к 4G подключат 1800 малочисленных населенных пунктов по всей России.
В Центре опережающей профподготовки вручили документы об образовании слушателям курса «Интернет-маркетинг». 26 выпускников получили диплом гособразца. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» за год поступило свыше 7 тысяч заявок. Федеральный проект открывает новые возможности отдельным категориям граждан в получении профессии, востребованной на рынке труда, открытии своего дела либо удаленной работы. В прошлом году более 3000 якутян успешно завершили обучение. Нами выбраны те компетенции, которые являются востребованными у нас в регионе, и считаем, что по ним у них очень большая перспектива, одним из которых является интернет-маркетинг. Вообще программа направлена на бесплатное обучение определенной категории граждан. Это женщины, находящиеся в декрете, граждане предпенсионного, пенсионного возраста, безработные, ищущие работу граждане. А на базе Национальной библиотеки Якутии в декабре откроют Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов республики. Также проведут другие завершающие мероприятия Года культурного наследия народов России. Так, 25 ноября, в день Улон-Хо, объявят стипендиатов главы республики. Ежемесячную стипендию 30 тысяч рублей назначат на 1 год 7 Алон-Хосутам, 7 Запивалам Осохая и 7 кузнецам. Кроме того, культурное наследие народов республики будет представлено Национальным центром народного прикладного искусства и художественных промыслов СИМЭХ при участии народных мастеров Якутии, мастеров народных художественных промыслов в международных, федеральных, межрегиональных выставках и ярмарках. Якутия присоединится к международной акции «Большой этнографический диктант», стартовавшей сегодня. Цель просветительской акции – привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов России, а также поднимает уровень этнографической грамотности населения, говорится в сообщении. В этом году задания разделили на 2 группы по возрасту до 16 и старше 16 лет. Задания для участников первой группы состоят из 20 общефедеральных вопросов. Для тех, кто старше, из 30 вопросов. Очно в Якутске пройти этнографический диктант можно на 3 площадках. Хор «Соловушки» из Нерюнгри стал серебряным призером хоровой олимпиады. Со всей России во Владивосток съехались 80 лучших коллективов. Это более 2000 человек. Накануне «Соловушки» вернулись в Нерюнгри. С руководителем хора пообщалась Тамара Игнатьева. Из хоровой столицы «Соловушки» возвращались 2 суток. А до того 40 девушек и их руководители преодолели более 3000 километров на поезде, чтобы продемонстрировать свою любовь к пению и защитить честь республики на битве хоров. Мы посетили Мариинский театр, мы даже там выступали. Мы были в океанариуме, мы жили в таком роскошном отеле. Я познакомилась с хорошими вообще ребятами образцового хора из Амурска вроде как. И еще с некоторыми ребятами из хора Кредо. Там были очень хорошие жюри, сама атмосфера в университете была просто на высшем уровне, там все были очень добрые. Мне привили любовь к труду, к пению еще больше. Также мы каждый день выступали, нас очень вкусно кормили, у нас лучшие преподаватели. Мы с хором очень сильно подружились, я с многими нашла общий язык. Это времяпровождение, мы стали одной семьей, действительно. Это было очень круто и незабываемо. Программа первой дальневосточной хоровой олимпиады была насыщенной и разнообразной. Конкурсные состязания в нескольких номинациях – детские, взрослые, хоры академические, народные вокальные ансамбли, участие в концертных программах, проведение мастер-классов, обмен опытом на дружеских встречах. Очень рады, что побывали на таком значимом событии для всего Дальневосточного федерального округа. И вообще можно сказать, что это было всероссийское событие. Принцип Олимпиады – главное не победа, а участие. Но серебряные медали для нас – это хорошо, потому что я и детям сказала, что к таким конкурсам надо готовиться не 2 месяца и не полгода, а годами. Олимпийское хоровое многоборье оценивало жюри, в которое входили известные хоровые дирижеры и композиторы страны. Техника исполнения, слаженность звучания, музыкальная выразительность и соответствие стилю произведения – таковы главные критерии вокального мастерства. Большая честь для нас выступать на сцене с такими, конечно, коллективами, как хоровая школа «Весна» имени Пономарева, город Москва. Очень сильный коллектив, можно его назвать лучшим хором мира. Еще сильный коллектив был, это хор «Кредо» из Петропавловска-Камчатска.
Гордость не только района, но и всей Якутии, детская хоровая школа «Соловушка» очередной раз доказала высший класс своего исполнительского мастерства, достойно и на высоком уровне выступила во Всероссийском фестивале хорового искусства. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. 4 ноября в России отмечается один из самых значимых общенациональных отечественных праздников – День народного единства. Завтра в столице Якутии пройдут мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в музеях и библиотеках республики. У нас в гостях руководитель просветительского отдела Национального художественного музея Республики Саха-Якутия Сардана Посельская. Сардана, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Ежегодный культурно-образовательный проект «Ночь искусств» – это продолжение таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библия-ночь», «Ночь в музыке». В этом году проект посвящен Дню народного единства. Какие интересные программы ожидают наших гостей, и жителей города? В этот раз впервые с 2019 года в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия «Ночь искусств» пройдет в формате офлайн. В пандемийные годы, 2 года мы проводили эту акцию в формате онлайн, и наши сотрудники музея в этом году подготовили очень интересную, культурную, гражданско-патриотическую программу, которая порадует жителей и гостей нашего города и республики тематическими экскурсиями, арт-медиациями, встречами и диалогами с известными деятелями культуры и искусства, полюбившимися для многих музейными акциями, разнообразными творческими мастер-классами. Поэтому мы завтра ждем всех жителей и гостей города Якутска с 7 до 10 вечера в нашем музее. Тематика этого года – наши традиции. Какие экспозиции наиболее полно будут отражать якутскую национальную аутентичность? Завтра состоится не только вечерняя программа «Ночь искусств», завтра с 10 до 5:30. Также у нас состоится День открытых дверей в основном здании музея по адресу Кирова, 9, также в городских филиалах, в галерее зарубежного искусства имени профессора Габышева, в картинной галерее академика Афанасия Осипова и в Доме художника. В собрании Национального художественного музея хранятся произведения западноевропейских, отечественных и якутских художников 16-21 столетий. Поэтому завтра и во время Дня открытых дверей и в рамках вечерней программы каждый сможет посетить интересные экскурсии и арт-медиации. Также в основном здании у нас проходят временные выставки из фондов музея. «Якуть. Мать-душа», посвященная Году матери в республике, «Жизнь в искусстве» к 90-летию со дня рождения первого якутского искусствоведа Иннокентия Потапова. Также выставка народного и декоративно-прикладного искусства народа Саха, которая раскрывает красоту и многообразие предметного и материального быта, кумысную ритуальную утварь, ювелирное искусство и многое другое. Ну и как же без музыки в праздничный день, кто выступит на площадках музея? Праздничная программа у нас называется «Кассиопея-Ю», «Созвездие Вселенной», и музыкальный блок откроет выступление якутского ансамбля «Кылсаха» под руководством Анны Томской. И что самое интересное и особенностью этого ансамбля является то, что они играют на национальных якутских инструментах кырымпа, где особенностью являются струнно-смычковые инструменты, которые выполнены из конского волоса. Вот. Также у нас будет выступление инструментального дуэта «Союз гитары скрипки» в исполнении Андрея Дедюкина и Айсена Чистоедова. И завершится концертный блок выступлением хора народной музыки «Раздолье», программу, которую мы подготовили совместно с Домом культуры имени Кулаковского. Сардан, спасибо. Желаем вам успешного проведения ваших мероприятий. Ну и с наступающим Днем народного единства. Спасибо. А мы идем далее. Также Якутия станет участником ярмарки регионов Дальнего Востока. Она стартует завтра в Москве в рамках фестиваля День народного единства на ВДНХ. Крупнейший регион России продемонстрирует местные товары и расскажет о возможностях работы и отдыха в республике. Вместе с Якутией в ярмарке примет участие Приморский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ. А основная экспозиция расскажет посетителям о том, как сегодня развивается Дальний Восток.
Гости ярмарки узнают о том, какие предприятия строят и развивают в регионах, как живут дальневосточные города, куда можно съездить в туристическую поездку, ну и как можно получить свой бесплатный дальневосточный гектар. Представители малого бизнеса Якутии помогают фронту. Ко Дню народного единства кондитерская пекарня «Сладкие мечты» запустила линию тематических тортов. Процент от продаж идет на счет регионального отделения Народного фронта. Все для победы. Подробности у Марферины Алексеевой. В Якутске начали выпекать патриотическую кондитерскую продукцию. Это тематические торты и пирожные. 10% от продажи каждого изделия перечисляется на счет Народного фронта «Все для победы». Также на некоторых тортах есть QR-код, сканируя который покупатели могут пожертвовать денежные средства. А для того, чтобы спрос на тематические торты был активным, кондитеры подобрали самые излюбленные горожанами бисквиты. Покупатели интересуются, спрашивают и очень рады тому, что они тоже могут свой вклад сделать в такое благое дело. В этих бенте-тортах состав красный бархат с сырно-сливочным кремом. Это любимый тортик наших покупателей, поэтому мы не остались равнодушными. И именно вот для этой темы мы выбрали такой состав. Для акции выбрали формат бенто-тортов. От того, что они небольшие, их можно приобрести и без специального повода. Да и цена в таком формате вполне доступна. Узнала то, что часть средств от торта идет в поддержку мобилизованных. Поэтому я пришла здесь, чтобы купить этот торт в поддержку мобилизованных. Жители Якутска думают о своих же военных. Это большой вклад. Патриотическую продукцию можно приобрести в любой пекарне «Сладкие мечты». Всего в Якутске 10 кондитерских. Сейчас, на данный момент, для нас всех очень важно, чтобы мы действительно были едины и вместе справлялись с данной ситуацией. Поэтому акция только стартовала, она, я думаю, продлится достаточно долгое время. Для нас очень важно, чтобы наши покупатели и наши гости обращали внимание на эту акцию, потому что это действительно сейчас очень актуальная проблема, которая, наверное, затронула каждую семью. Мы поддерживаем мобилизованных якутян. Мы с вами! Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.